Проблема йододефицита в республике существует и представляет потенциальную угрозу для здоровья населения. Такое заключение сделало Министерство здравоохранения Абхазии по результатам обследования детского населения и беременных женщин в стране, осуществленное с участием ЮНИСЕФ и Ассоциации медицинских работников. Проанализировав, повторяю, все эти результаты, наши ведущие врачи-эндокринологи, педиатры, психиатры, неврологи, представители Ассоциации медицинских работников Республики, Минздрава и врачи выработали, ряд рекомендаций, которые адресованы уже нам. Но вопросы эти необходимо приступить к реализации после широкого освещения этой проблемы. Это законодательная работа, это работа с поставщиками соли в Абхазии, профилактическая работа, это лечебная работа, санитарно-просветительская работа, создание законодательной базы по профилактике йододефицита. Нехватка йода снижает интенсивность энергообмена в организме, в результате чего он слабеет. В сосудах накапливается холестерин. Увеличивается вероятность развития инфарктов и инсультов. У детей из-за йододефицита может затормаживаться общее развитие, ухудшится слух, способность учиться. Проблема йододефицита актуальна не только в Абхазии, но и во всем мире. В разных странах разрабатываются различные программы профилактики, а также способы решения этой проблемы. Наши специалисты выезжали за рубеж, в другие страны, Содружество независимых государств в том числе, где знакомились с подобной проблемой в этих странах и путях ее решения. Думаю, что вот тот опыт, который уже он наработан, мы можем внедрять эти программы. У нас есть поддержка в плане продолжения в дальнейшем тренингов соответствующих, как для медработников, так и для работников образования, для родителей и детей, то есть для того, чтобы довести объективную и в полном объеме информацию. Депутат парламента Абхазии Алхас Джинджолия, врач по образованию, развеял мифы о содержании достаточного количества йода в тех или иных фруктах. И в частности о том, что жители приморских стран не могут страдать от йододефицита. По результатам исследований выяснилось, что наиболее эффективным способом решения проблемы является добавление йодированной соли в пищу. Проблема есть, ее немедленно надо решить. Тем более она не требует каких-то больших затрат, каких-то вливаний. Простые, достаточно решения. В первую очередь обязать с помощью той же СЭС, допустим, обязать использовать йодированную соль в детских учреждениях, в пунктах общепитов, там, где концентрируются те же военнослужащие, скажем. Программа по замене обычной соли на йодированную в детских садах и школьных заведениях вынужденная, и она уже начата. Контроль относительно исполнения этого приказа уже производится. Относительно вопроса внедрения йодированной соли, я думаю, министерству не понадобится столь продолжительный срок, как в месяц. Мы, думаю, раньше управимся с тем, чтобы во всех образовательных учреждениях в питании детей использовалась йодированная соль. По словам заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Шамба, ситуация была детально изучена. Необходимо регулировать продажу обычной соли, а также запретить ее использование во всех заведениях общественного питания. Также в ближайшее время планируется отменить налог на добавленную стоимость при ввозе большой партии йодированной соли на территорию Абхазии. Специалисты считают, только такими существенными методами можно решить проблему йододефицита в нашей стране. Роберт Ломия, Абхазское телевидение.